В эфире итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях пятницы. 22 октября вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Якутия постепенно вступает в режим ковид-фри зон. Введение новых ограничений зависит от темпов вакцинации. Ожидать ли якутянам локдауна, как в Москве? Тем временем крупные объекты здравоохранения в Якутии строят в соответствии с графиком. Глава региона лично проверил процесс строительства. Сразу 4 компетенции. В Алданском политехникуме завершился отборочный районный чемпионат профмастерства WorldSkills. Радостное событие в Южной Якутии. 9-тысячный ребенок в республике родился в Нейрюнгри в этом году. Якутия – единственный регион, где есть государственное хранилище драгоценных камней и металлов. 25 лет со дня создания отмечает Гохран республики. Введение новых ограничений по коронавирусу будет зависеть от темпов вакцинации. Об этом глава региона С.Н. Николаев заявил на очередном совещании с руководством правительства республики. Обстановку по коронавирусу Николаев назвал крайне напряженной и напомнил членам правительства об их персональной ответственности за выполнение плана по вакцинации в районах. Низкие темпы сегодня наблюдают в Чурапчинском, Намском, Горном, Амгинском, Усть-Алданском, Устьянском, Алекминском районах. В них же растет число заболевших. Что касается ограничительных мер, то такого локдауна, как в Москве, не будет, подчеркнул С.Н. Николаев. Но если ситуация в ближайшие дни не выправится, то возможны новые ограничения. Кроме того, глава Якутии провел совещание оперативного штаба. С.Н. Николаев отметил, что нерабочие дни в республике целесообразно объявить с 30 октября по 7 ноября в соответствии с решением президента Владимира Путина. Также глава региона поручил оперативно отработать вопрос с объявлением осенних каникул для школьников одномоментно по всей территории республики в период осенних нерабочих дней. А учащиеся 5-8 классов школ Якутска остаются на дистанционном обучении до 29 октября. Об этом нашему телеканалу сообщил начальник управления образования города Алексей Семенов. Принято решение, что ограничительные меры, которые были на этой неделе, продлеваются до 29 октября включительно. То есть в научном обучении остаются начальная школа и 9 и 12 классы, сказал он. Также Алексей Семенов отметил, что готовят приказ о единых каникулярных днях. В целом растет количество новых заболевших. 285 человек заразились ковид за минувшие сутки в Якутии. Из районов больше всего заболевших в Нерюнгринском – 15 случаев. В Мегино-Кангаласском и Намском улусах по 13, в Алданском – 12, в Мирнинском – 11, в Усть-Алданском районе – 8. Все районы, где высокий уровень новых заражений, относятся к антилидерам республики по уровню вакцинации населения, отмечает оперштаб. От 1 до 7 случаев фиксируют в 15 районах. Под особым контролем ситуация с ковид в Вилюйском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. В Якутске развернуты дополнительные реанимационные койки. До 190 увеличилось количество больных в тяжелом состоянии. На аппаратах ИВЛ 35 пациентов. Пятая часть от общего количества больных – дети. Также глава совершил объезд по стройкам крупных объектов здравоохранения в Якутске. Их строят в соответствии с графиком, сообщил С.Н. Николаев. Вместе с главой работал мой коллега Дмитрий Тымыров. Так, с утра глава республики ознакомился с ходом строительных работ онкологического и кардиологического диспансеров, которые строятся здесь, в столице региона, начиная с 2019 года. Строительство онкоцентра идет с опережением, строительная готовность которого составляет 53%. Объект сдадут в следующем году. На неделе мы уже должны завести тепло в здание и начать отделочные работы. В части закупа медицинского оборудования у нас запланирован в конце года и в начале 2022 года. До конца года здесь уже тепловой контур уже закроется, фасад уже тоже смонтируем и уже начнем отделочные работы уже внутри. А вот в кардиологическом диспансере, который строится сегодня за Национальным центром медицины по Сергеляскому шоссе, начали уже устанавливать часть медицинского оборудования, которое поступило сюда на этой неделе. Объект будет сдан в конце этого года и уже в начале следующего примет первых пациентов.
На сегодняшний день объект готов на 85%. Данный объект будет в структуре Республиканской больницы номер 1, Национальный центр медицины. Здесь в основном будут лечиться пациенты с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда и с острым нарушением мозгового кровообращения. По словам заместителя председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова, этот центр будет оборудован самой передовой медицинской техникой, что даст врачам будущего кардиологического центра бороться даже с самыми тяжелыми заболеваниями. То есть это то самое передовое оборудование в мире, которое на сегодняшний момент не имеет аналогов лучше, чем то, что у нас сегодня поставляется. И это очень отрадно, потому что мы будем иметь возможность лечить наших пациентов самыми современными технологиями лечения. Потому что эти все системы между собой взаимосвязаны, все оцифровано, и уровень услуги, которые будут получать здесь пациенты, она самая топовая в мире. Сегодня, по словам генерального директора Республиканской больницы номер 1 Станислава Жиркова, персонал уже подобран и уже готовы приступить к работе. Между тем, глава Якутии Айсей Николаев после осмотра этих двух объектов здравоохранения отметил, что отставания от графиков нет и объекты сдадутся в срок. Хочу сказать, что касается наших объектов, которые строятся, крупнейших объектов здравоохранения, это кардиологический центр, это онкологический центр, то, в принципе, мы идем здесь по графику, никаких отставаний нет. Конечно же, есть вопросы, связанные там чисто с строительными вещами, но это технические вопросы, которые, уверен, что строители все решат. Также в рамках сегодняшнего объезда глава Якутии посетил два объекта реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Это Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ и отделение восстановительного лечения и реабилитации детской городской больницы. Сегодня руководство детской городской больницы ставит вопрос объединения двух своих отделений, которые сегодня находятся на разных точках города. Объединение этих отделений не только расширит спектр оказываемых услуг, но и пропускную способность медицинского реабилитационного учреждения. Нам хочется расширять новые методы лечения, водные процедуры, где нужен бассейн, где даже различные ванны, души бывают, то есть то, что помогает выздоровлению детей. Есть новые методы лечения с программами новыми, обучение ходьбе для детей, особенно с детским церебральным параличом. Разные сенсорные комнаты и виды лечения. Поэтому нам очень нужно дополнительное помещение, где мы могли бы это все разместить. Глава Якутии внимательно выслушал врачей и специалистов и сообщил, что данный вопрос будет рассмотрен с руководством регионального министерства здравоохранения и с другими ведомствами, так как сегодня вопросы реабилитации подрастающего поколения в приоритете не только региональных властей, но и федерального центра. Уверен, что здесь правительство республики и Министерство труда, Министерство здравоохранения обязаны, еще раз говорю, найти решение, исходя в первую очередь из интересов детей. Детей надо реабилитировать сегодня уже, так, а не ждать, пока какой-то объект там, года через 4 у нас будет построен и появится. Вот. Поэтому здесь, еще раз говорю, надо принимать достаточно быстрые меры, потому что, еще раз говорю, вопросы реабилитации детей, они для нас абсолютно важны, особенности сейчас, когда, к сожалению, ковид, вот последняя волна, скажем, ковида, она также очень серьезно затронула и наше детское население. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. К другим темам. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях будет работать до 27 числа, сообщает пресс-служба Минтранса региона. В связи с благоприятным прогнозом Якутского гидрометцентра работа паромной переправы продолжится до 27 октября, говорится в сообщении. На переправе Якутск-Нижний Бестях работают 12 паромов с 5 утра до 23:00 по якутскому времени, в зависимости от наполнения. Все остальные паромные переправы на реках Якутии закрыты. Якутия в числе лидеров по участию во всероссийской переписи населения. Об этом на брифинге по итогам первой недели переписи сообщил замруководителя Росстата Павел Смелов. 23% жителей республики уже прошли перепись, в том числе через портал госуслуг. По количеству переписавшихся онлайн среди регионов лидирует Тульская область. Росстат рассматривает возможность продления всероссийской переписи населения на портале до 14 ноября включительно. Ранее сроки онлайн-переписи были определены до 8 ноября. Всего по стране по итогам первой недели в переписи приняли участие 14 миллионов человек, из них 11 миллионов электронно.
В принципе, мы идем с достаточно таким хорошим опережением графика по переписываемому населению. И, возможно, в некоторых субъектах даже уже предполагаем, что перепись закончится гораздо раньше, чем есть срок у нас до 14 ноября. В Якутске прошла научно-практическая конференция «Роль и место органов прокуратуры в современном государстве». Мероприятие посвятили 300-летию со дня образования органов прокуратуры России. Участники выступили с докладами на различные темы, в числе которых этапы развития и становления прокуратуры, ее взаимодействие с другими ведомствами и учреждениями. Помимо этого состоялась пленарная сессия, в ходе которой обсудили защиту конституционных прав граждан и профилактику правонарушений, реализацию полномочий прокурора в гражданском, административном и уголовном процессах. Несомненно, надо сказать, что органы прокуратуры сегодня наделены достаточно широким спектром различных функций, начиная от правотворческой деятельности, разрешения обращений граждан, заканчивая реализацией полномочий в уголовном процессе, реализация тех же самых функций, связанных с уголовным преследованием. Надо сказать, что те проблемы, те различные мнения, в ходе, в том числе, дискуссий, которые были высказаны, они непосредственно будут нами учтены и в нашей работе, где-то будут использованы для подготовки информации, докладных записок вышестоящих, в Генеральную прокуратуру. Сегодня 25 лет со дня создания отмечает Гохран Республики. Государственное хранилище ценностей Якутии основано указом первого президента республики Михаила Николаева в 1996 году. Его главная задача – учет, хранение и обеспечение сохранности драгоценных камней и металлов. Коллекция фонда регулярно пополняется, в том числе и за счет меценатства как промышленных предприятий, так и частных коллекционеров. Ульяна Шагина подробнее. Огромная по своим размерам жиода аметиста притянула взгляды всех участников мероприятия. Уникальная находка весом 109,2 килограмма. Одна из редких разновидностей гигантских жиод. Где-то оценивается больше 1 миллиона рублей стоимость. Но это не драгоценный камень, это жиода аметиста. Вы где-то ему место найдете? Да, место найдем. Ага. Сейчас мы только его приняли сегодня, предоставил Александр Егорович Кышкин, акционерное общество Комэнергометалл Республики. Экспозиция в сокровищнице постоянная, но время от времени ее пополняют, в том числе и за счет частных коллекционеров. Вот и сегодня для будущих поколений свой след в сокровищнице оставил коллекционер Евгений Слепцов. Его коллекция уникальных серебряных крестов и старинных монет – это кропотливая работа длиной в 10 лет. Моя частная коллекция. Здесь были задействованы множество поисковиков, были обмены, продажи, покупки. Вот часть я нашел на рынке, я купил на рынке Анапы этому поисковику. Сколько лет уже занимаетесь? 10 лет вот я собирал примерно. Каждый из меценатов чувствует особую гордость, преподнося в дар уникальные драгоценности. Но это, конечно же, пример для других – делиться красотой, чтобы она не пылилась дома. Ведь уникальными экспонатами будут любоваться несколько поколений якутян. Мы изготовили точную копию этого бриллианта, который был продан на аукционе за сумасшедшие деньги, за 26 миллионов долларов. То есть сейчас он будет украшать это хранилище. Речь идет о реплике уникального розового бриллианта. Еще один минерал желтого цвета. Оба были добыты на россыпи Эбелях. По цене они стали самыми дорогими за всю историю. Не только российской, но и советской алмазодобычи. Я думаю, от алмазов Анабара здесь еще ни одного образца не было. И это вот первый наш подарок в это хранилище. Причем подарок просто уникальный сам по себе, потому что такие камни попадаются там один, не знаю, там на миллиард, наверное, да? То есть очень, реально уникальная находка. Поблагодарил дарителей и глава региона Айсен Николаев. Он отметил, что из всех субъектов Российской Федерации Гохран сегодня имеется только у Якутии. Так что Госфонд является уникальным предприятием. На самом деле центром, который реально прославляет нашу республику, через именно сокровищницу многие тысячи людей, которые приезжают к нам в гости, понимают нашу республику, понимают ее богатство. Мы гордимся нашим гражданам. Айсен Николаев также вручил госнаграды и грамоты тем, кто многие годы занимается формированием фонда, в том числе и пополнением его уникальной коллекции. На сегодняшний день количество экспонатов в сокровищнице насчитывает сотни уникальных шедевров. Их стоимость меняется каждый год в зависимости от курса доллара. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск.
Идем далее. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, лабораторный химический анализ и геопространственные технологии. По таким компетенциям в Алданском политехникуме прошел отборочный районный чемпионат профмастерства WorldSkills. Как заявили педагоги техникума, в этом году эксперты отнеслись к участникам с душой. За одной из компетенций следил Руслан Павлов. Сосредоточенную тишину лаборатории Алданского политехникума почти не нарушает звон пробирок и колбочек. Слышно только обсуждение экспертного жюри. Плюсы и минусы в их оценочных протоколах пока понятны только им, а за масками на лицах едва видны эмоции, которые они не скрывали в процессе выполнения заданий участниками WorldSkills. В качестве экспертов выступают не просто профессионалы своего дела, но и руководители отделов, руководители подразделений компании «Полюс», ЗАО «Голд Майнинг», ПАО «Селегдар» и других предприятий в зависимости по компетенциям. Вот в этом году мне крупно повезло с экспертами. Очень грамотные, очень, в общем-то, душевные. Я даже не знаю, как это выразить. Просто, я их просто прошу, чтобы они присутствовали на республиканских соревнованиях по WorldSkills. Своим душевным отношением они показывают, что давайте стимулируют для работы участников. Профессия лаборант-химик все больше и больше востребована в горнодобывающих компаниях, которыми славен Алдан, так и в других отраслях производства. Татьяна, выпускница Алданского политехникума, уже год работает в компании «Полюс Алдан» и уже в качестве специалиста участвует в WorldSkills наряду со студентами и школьниками. На работе, например, все одно и то же. Каждый день стабильно одни и те же анализы. А вот тут хоть что-то все равно, даже там приборы другие, весы другие, все другое совсем. Здесь обстановка другая. Производственные предприятия района выставляют на WorldSkills не только участников, но и экспертов. Кроме оценки знаний и навыков в рамках чемпионата, профессионалы присматриваются к ребятам и уже ведут отбор для привлечения молодежи на работу в свои компании. Впервые выдалась такая возможность, предложили, я не смог отказаться из собственного интереса, посмотреть, собственно, как юные лаборанты, так скажем, работают. Возможно, кого-то в будущем привлечь к себе на работу. Нам специалисты в любом случае нужны. Алданский политехникум уже 8-й раз становится площадкой по проведению WorldSkills. С каждым годом растет число компетенций, равно как и участников, которые впоследствии востребованы на местах и в республиканских предприятиях. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Хататская средняя школа с 2017 года проводит соревнования WorldSkills Россия по компетенциям агрономия. С прошлого года ввели новую компетенцию – сетифермерства, а в этом году соревнования по флористике. В них участвуют школьники от 14 до 16 лет. Участниками муниципального чемпионата молодые профессионалы стали 9 учеников из 7 школ. По регламенту дают 3 задания, на каждое отводят 3 часа. За это время флористы должны собрать букет из живых цветов, оформить букет для невесты и сделать композицию в специальном ящике. 6 основных направлений, по которым выставляются оценки. Это техника безопасности, это умение работать с биологическим материалом, это композиционный. И третье, то, что флорист умеет работать со своим товаром, чтобы смог продавать, реализовывать свой продукт. И именно для этого ребенок делает фотографию на определенной фотозоне, то есть должен уметь продавать свой продукт. 9-тысячный ребенок в Якутии родился в Нерюнгри. В отделе управления ЗАГС прошло знаменательное событие – торжественное вручение свидетельства о рождении родителям. Подробности этого радостного события в материале Тамары Игнатьевой. В Нерюнгри поздравили семью Агеенко, третий ребенок которых стал 9-тысячным рожденным в Якутии за этот год. Родителям малыша администрация района подарила сертификат на 20 тысяч. От имени Министерства труда и социального развития семья младенца получила свидетельство за подписью министра Елены Волковой, сертификат и памятные сувениры. Данная семья с рождением Анечки стала многодетной семьей.
И в связи с тем, что ей присвоен статус многодетной семьи, мне выпала честь вручить ей, данной семье, удостоверение многодетной семьи Республики Саха-Якутия. Кроме того, сегодня мы вручили республиканский материнский капитал «Семья» тоже данной семье в связи с рождением 3-го ребенка. Также мы вручили серебряный оберег якутский, символизирующий защиту новорожденного. 9-тысячная запись акта о рождении выявлена в результате обработки статистических данных Управления ЗАГСа при правительстве Республики Саха-Якутия. Родители ребенка Агеенко Екатерина и Александр, а героиня торжества – их новорожденная дочь Анна. Думали, что рискнем за сыном. Когда узнали, что беременны, когда уже сказали на УЗИ, что дочечка, конечно, мы этому тоже были очень рады. Очень приятно, даже прям безумно приятно. И девчонки тоже порадовались, что так приятненько, в общем, нам. Молодцы, то, что помогают, то, что поддерживают сейчас семьям с выплатами. Иначе, наверное, не решились бы. Родители девочки благодарят за активную господдержку семей с детьми. Согласно последним данным, Якутия среди регионов России занимает 7-е место по рождаемости и 1-е среди регионов Дальневосточного федерального округа. Тамара Игнатьева, Сергей Козюра, Нерингри. С 27 по 30 ноября в Якутске состоится 3-й международный конкурс-фестиваль исполнителей «Хомусист-виртуоз мира». Сейчас идет подготовительная работа, заявки принимают до 1 ноября. На сегодняшний день желание принять участие в конкурсе выразили более 20 хомусистов из Германии, Австрии, Китая, Японии и других стран. 9 октября прошел отборочный конкурс среди якутских исполнителей. По его итогам Якутию на мировом первенстве по игре на варгане представят 9 хомусистов. Торжественный вечер вручения призов и празднования Дня хомусиста традиционно состоится 30 ноября. Отметим, ранее конкурс проводился в 1991 и в 2011 годах. Виртуозами мира из народа Саха были признаны Петр Агатоев, Спиридон Шишигин, Федора Гоголева, Альбина Дегтярева, Юлиана Кривошапкина, Ким Борисов. Мы ожидаем достаточно широкое участие со многих стран мира, в том числе из России, из нашей республики. Уже прошел предварительный отборочный этап, на который мы отобрали лучшие 9 исполнителей со стороны Республики Саха-Якутия. Конечно, определенные ограничения существуют, но мы ожидаем, что какие-то участники все равно прибудут сюда, в Якутск, для принятия участия в этом конкурсе. А наша республика ставит цель, задачу, чтобы эта работа, она еще переходила от поколения в поколение и продолжалась. Сквер выпускников под названием «В дальний путь» сегодня открыли в Якутске у Теплого озера. Идея сооружения сквера предложена выпускниками школ 1990 года. Автодорожный округ и инициативная группа проекта строительства получила финансирование в рамках программы поддержки местных инициатив. Во время торжественного открытия заложена капсула времени с посланием для выпускников 2040 года. Отметим, что управление автодорожного округа инициировало 5 проектов, которые реализованы в рамках программы поддержки местных инициатив. Среди них благоустройство и водоотведение в районе Залога, покрытие резиновой крошкой спортивной площадки детского сада номер 102 «Подснежник», а также строительство сквера молодежи и грейдирование с отсыпкой внутриквартальной дороги микрорайона Тускул. Выпускники очень благодарны, что наш проект именно поддержало наше руководство республики, и она вот как раз нам дали субсидию в размере 2,5 миллиона рублей. В капсуле у нас наши ребята, вот они свои пожелания все написали этим выпускникам 40-го года, 2040 года. Ну и мы надеемся, что мы к тому времени тоже будем, да? И поэтому мы именно выбрали вот 40-й год. И как раз 40-й год – это окончание школы. Наши 50 лет будет, тоже юбилейное мероприятие. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Берегите себя, всего доброго и удачных вам выходных.